Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за вашу невероятную поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на неожиданную встречу, на неожиданное свидание. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. А песочек нам покажет и расскажет, с кем же у вас будет неожиданная встреча и неожиданное свидание. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а здесь у вас клевер, листья клевера с левой стороны. Вот вам реально повезет. Повезет с кем-то очень важным, ценным, либо желанным для вас встретиться. Здесь как судьба услышит вашу просьбу, либо ответит на ваш запрос. И встреча с тем, с кем вы хотите, у вас точно состоится. С левой стороны в неожиданное время и еще и в каком-то непредсказуемом месте это произойдет. Вы все разные. Понятно, что у каждой из вас свой запрос, свой желанный персонаж, с кем бы вы хотели увидеться. Но это будет в загаданный вами срок, это точно будет. Либо так, на протяжении загаданного вами срока это точно будет. Здесь сама судьба вам помогает. Видите, клеверочек? Сама судьба помогает встретиться с тем, кто вам нужен. Кому-то нужен юрист, а вы разыскиваете хорошего юриста. Кому-то нужен доктор. Кто-то хотел бы увидеть мужчину, который вам нравится. Кто-то хотел встретиться с кем-то близким, дорогим сердцу. Да? Такая встреча точно будет. Так, еще. Здесь судьба вас ведет с человеком на букву «Н». Мужчина либо женщина. Но мне, конечно, больше идет мужчина. Мужчина сильный, славный, добрячок, весельчак. И такой, знаете, живчик, активный очень мужчина. Вы то ли сотрудничать будете, либо этот мужчина что-то для вас делает, чем-то вам поможет. Здесь, как говорится, на ловца и зверь бежит. Здесь с правой стороны вы какие-то усилия предпринимаете, чтобы с этим человеком встретиться, и у вас все получается. Неожиданно будет то, что так легко, да, так легко все произойдет. Может быть, вы там себя настроили, накрутили, что нет, там не согласится, не будет, там не поймаю, может быть, он в разъездах находится. Нет, все произойдет с правой стороны. Вот ровно так, как вы, например, задумаете, произойдет именно так. Так, и еще встреча будет с какой-то женщиной, которую вы сразу прям и не признаете. Хотя эту женщину вы знаете. Может быть, когда-то в прошлом вы с ней сталкивались, там даже дружить могли, да, дружить, либо вместе работать. Женщина настолько плохо будет выглядеть, настолько она будет, вот прям безобразная такая. Вы скажете, фу, чур меня, чур, да? Ты кто, чудовище? Вас это очень-очень так удивит, и вы прям зададитесь таким вопросом: а с чего она так плохо выглядит? Да? Что с ней произошло? Кто ее проглотил, переживал и выплюнул? А я вам скажу, эта женщина в свое время какую-то гадость вам делала. Она могла против вас что-то затевать, организовывать, копать вам всякие там эти, скажем так, ловушки, да, устраивать, селки расставлять, там, ямки подкапывать, подрывной какой-то деятельностью занималась. Либо эта женщина использовала против вас запрещенные средства, типа магии, воздействия, да, что-то она делала. И этой женщине вернулся бумеранг. И здесь судьба как показать вам хочет, да, что с ней случилось, либо во что она превратилась, да, как ее наказали за то, что она против вас что-то делала. Вот. Действительно, выглядеть будет прям совсем плохо. Даже, возможно, вы ее и не признаете с первого взгляда. Такая вот встречка произойдет. Долго об этом думать потом будете. Была бы она нормальным, порядочным человеком, конечно бы с ней такого не случилось.
небеса несправедливы. А если гадость другим людям делать, а, кстати, не только вам гадости делала, то, конечно, придется отвечать. Все равно придется отвечать. И вот она, грубо говоря, отвечает. И еще, а вот здесь очень-очень интересная идет картинка. Здесь как повторные встречи. То есть один и тот же человек вам будет постоянно встречаться, да, то ли глазами вы его будете наблюдать, то ли, вы знакомы, он к вам будет подходить, да, в самых неожиданных местах человек будет вам встречаться. Это знак, сразу говорю, это вам знак, что нужно обратить внимание на этого человека. А у кого-то из девочек так и отыграется, что с этим человеком вас ждет просто грандиозное будущее в виде любовников, либо в виде друзей, сотрудников. Да? Не просто так вы вот друг перед другом мелькаете. Это прям знак судьбы. Так, девочки, кого-то сейчас расстрою, но я должна об этом сказать. Здесь встреча с каким-то бывшим. Бывший, такой, знаете, самовлюбленный, холеный, очень такой, знаете, эгоистичный, деньги очень любит. Каким-то неправедным делом он занят, либо занимался и занимается дальше. Типа там бандит, да. С какой-то женщиной он будет, женщиной, да. И они будут то ли ссориться, то ли громко разговаривать, что вы так посмотрите издалека и скажете: ой, как же мне повезло, что я вовремя его рассмотрела, да, что я не с ним, что мы с ним расстались. Вот как-то он себя будет вести ужасно, мерзко, да, вот вульгарно, скандально. И вы вот его наблюдаете со стороны и думаете: боже мой, чур меня, чур-чур. Да, слава Богу, что мы с тобой не вместе. Вот как со временем он еще хуже стал. Вот еще скандальнее, еще противнее, еще гонористее. Вот такой вот человек. И вот какую-то женщину он распекает, либо он с этой женщиной ругается, либо они вместе с этой женщиной с кем-то ругаются. И вы так смотрите и думаете: фу, какой же ты мерзкий, да? Ничего. У кого состоится встреча с этим мужчиной, вот прям себе так и пометите, да? Вычеркиваем навсегда. Не дай бог еще раз встретиться. Ведет себя отвратительно, просто, да, отвратительный человек. Так, дальше идем. Девушки, женщины, мои хорошенькие, кто искал доктора? Такого доктора, умничку, да, который действительно разбирается в медицине, в своей специализации, который не просто штаны просиживает и денежку берет, да, а который конкретно может решить вопрос. Вам такого человека кто-то будет рекомендовать, советовать, и вы к такому человеку обратитесь. Человек действительно умный, человек действительно стоящий, но такой, знаете, у него то ли поведение такое странненькое, вам, может быть, покажется странным, то ли, в принципе, это человек по жизни такой. Не делайте выводов по первой встрече, не делайте. Поверьте, доктор умничка, либо доктор женщина умничка. Здесь нужно еще раз прийти на консультацию, либо вы будете общаться, допустим, по телефону, а нужно встретиться еще и лично. Да? Тогда точно ваше мнение поменяется, и вы будете очень довольны. Здесь первое впечатление, оно идет обманчивым. Да? Вот как-то не в том цвете вам покажется. Попробуйте еще раз. Так, еще я вижу какое-то новое знакомство, но оно мне больше идет как интернет-знакомство. Знакомство, когда вы до конца не понимаете, с кем вы познакомились, да, с кем вы общаетесь. Обычно так в интернете бывает. Интернет, всякие сайты знакомств, социальные сети, в конце-то концов. С кем-то вы познакомитесь. Человек будет вас пытаться убедить, что вы уже знакомы, что вы когда-то где-то виделись. И мне почему-то идет, что человек действительно в это верит, да, верит, заблуждается. Может быть, кого-то вы ему напомните, может быть, на кого-то вы очень схожи, похожи. И вот как-то вы забавненько так пообщаетесь, разнакомитесь. И окажется, что очень даже и приличный человек, с этим человеком интересно.
И вот начните поддерживать контакт, да, такой новый знакомец у вас появится. Но здесь действительно как ошибка, да, человек мог ошибиться и перепутать, грубо говоря. Но знакомство хорошее. У кого-то, кстати, из девочек отыграется, что знакомство просто очень крутое и очень-очень перспективное, да. Почему нет? Очень перспективное. Так, и, девочки, женщины, кто занимается какой-то деятельностью, связанной с бьюти-сферой. Бьюти-сфера, да, это красота. У вас идет женщина, которую к вам направит какая-то ваша клиентка. Клиентка прям вас там расхвалит, распишет. И вот к вам придет очень требовательная и скандальная женщина. Вы это поймете с ее первых слов. Да, и у вас такая дилемма. Ну вот как поступить? Обслужить, либо выгнать от греха подальше. Смотрите, если вы себя сможете сдержать, если будете умничкой, если будете вот таким немым профессионалом, грубо говоря, эта женщина вас прославит. Вот она такая, знаете, авторитетная, громкая и с очень такими серьезными людьми знакома, либо общается, либо это ее круг. Да, она вам такую рекламу даст, ну просто все остальное отдыхает. К вам очень состоятельные люди, ну просто валом валить начнут. Но опять же, все зависит от вас. Если вы можете превратиться в такого, знаете, улыбчивого робота, все пройдет просто идеально. И если вы понимаете, что нервы у вас шалят, ну вот такую требовательную женщину, ее действительно будет сложно выдержать. Я считаю, ну вот это мое субъективное мнение, что можно потерпеть, да, можно потерпеть, можно представить, что вы рыбка, можно представить, что вы забыли язык, да, разучились говорить, просто умеете улыбаться. Ну, думать, конечно, вам, решать вам, но вот здесь рекомендация постараться и получить эту свою славу, да, поймать свой звездный час. К вам реально пойдут клиенты валом, и не просто клиенты, а очень денежные клиенты, состоятельные клиенты. Ну, решать вам, выбирать вам, мои хорошие. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.